Так, окей. У кого что после последнего? У меня спасибо, всё нормально. У кого какие мысли отложились после последнего занятия? А, вот. Щас. А, Кажется, Пермец здесь вообще-то, по-моему, я микрофона никому не выключал. Если вы хотите в скоростном режиме, некоторые по очереди можете так голосом фидбэки давать. Вроде все я думаю, самодисциплинированы. что может без проблем подключат, не только в Да, чат. если там вопрос-ответ, чтобы... А так остальные тоже, пока человек один отвечает, вы можете за это время успеть написать, да? Да, Не да. стесняйтесь писать. Обратная связь очень важна. Она просто помогает понимать, куда надо и как надо двигаться, друзья. Да, да, Всем да. хороших занятий. Мгм. Я тогда отключаюсь. Спасибо. Окей. Да, мы в последний раз с вами узнали, какие есть направления, вот, смотрели, как специалисты строят свою работу. Сегодня я бы хотела немножечко подробнее остановиться на конкретных скиллах. Я знаю, что эта тема очень важна для всех. Почему? Потому что, ну, в IT редко кто приходит прям с нуля. Ну, то есть какая-то группа людей приходит с нуля, кто-то приходит с других сфер. И так или иначе у вас уже есть какой-то багаж знаний, у вас есть какие-то скиллы. Вот как раз на скиллах конкретнее сегодня я хотела с вами остановиться, подробнее рассказать. И так, сейчас, секунду. Весь экран раздать. Или давайте пока Safari. Вот, какие скиллы нужно прокачивать, какие скиллы требует каждая позиция, каждая роль, да, в IT. И еще немножечко коснуться темы более подробно языков программирования, потому что так или иначе вы да, учитесь в IT. Может быть, я предположу, что большая часть пойдет в разработку. Вот, вы будете выбирать свои направления, и сегодня как раз мы сможем просмотреть, узнать, а, поделиться друг с другом даже, кто какие предпочитает языки, или, может быть, еще пока не знает, может быть, моя лекция поможет вам сориентироваться. Вот, приветствуется активность ваша в чате, или поднимайте руки, задавайте вопросы, потому что так уроки становятся более живыми, интересными, полезнее для вас самих, потому что вы получаете не только мое повествование, но и обмениваетесь друг с другом опытом. Коммуникация – это тоже важный скилл, и я сама на своем опыте знаю, насколько трудно работать с ребятами, у которых хромает коммуникация, даже если они гениальные разработчики. Вот, поэтому развивайте эти скиллы. Лекция называется «Что сделать, чтобы стать?», и дальше вы уже подставляете свое, кто что присмотрел, кто на чем определился. Вот, я постараюсь помочь вам сегодня, может быть, более углубленное понимание, понять, что у вас есть сейчас и что вам нужно еще, например, добирать или усиливать из того, что уже хорошо и так развито. Хард-скиллы, я уверена, что все вы знаете, что такое хардскиллы, это непосредственно ваши навыки, да, технические, профессиональные, которые можно, ну, грубо говоря, пощупать, да, не знаю, там, Excel вы знаете, язык программирования, дизайн можете сделать, это все относится к твердым, да, условно, hard, осязаемым скиллам. Или вот языки, например, да, это такие специфические навыки. И есть еще понятие софт-скиллов. Скажите, напишите в чат, кто, может быть, хуже понимает эти понятия софт-скиллов, может быть, путает хард-скиллы и софт-скиллы. Если такое есть, не стесняйтесь, это нормально чего-то не знать. Мы для этого здесь собрались, чтобы лучше понимать. Софт-скиллы – это более такие психологические, наверное, ментальные, личные качества каждого человека, и у каждого человека, у каждого профессионала они какие-то свои, у кого-то одни сильные стороны, у кого-то более другие сильные стороны. Но можно, например, привести пример коммуникативных навыков коммуникации, да, адаптивность, гибкость, вот такие вещи. И мы, когда изучали, вот готовили материал для лекции этой, мы смотрели LinkedIn, мы смотрели, какие скиллы сейчас вообще востребованы. LinkedIn – это ресурс, да, на котором ищут активно ребят во все, в принципе, сферы, особенно в IT.
Вот, и они постоянно делают такой анализ из года в год, они делают анализ, какие скиллы требуют работодатели. И вот из хард-скиллов можно выделить вот подобные: блокчейн, облачные вычисления, они становятся, ну вот эти первые две, наверное, наверняка вы все слышали, потому что они становятся очень актуальны. Аналитическое мышление практически всегда в IT, в любой профессии, в любой роли в IT оно нужно, очень важно. Искусственный интеллект тоже, очень много стартапов, очень много компаний, которые сейчас активно занимаются искусственным интеллектом и верят, что в дальнейшем это способно принести большие доходы, или кому-то это уже приносит большие доходы. И UX-дизайн, User Experience Design, но это очень широкое понятие, да, как мы проходили в прошлый раз. Это не просто нарисовать интерфейс, это именно продумать и спроектировать опыт пользователя в вашем продукте, то, какой он проходит путь. И еще бизнес-аналитика. Тоже, да, помним, бизнес-аналитика, анализ процессов, процессы внутри компании, внутри продукта. Вот. Еще к хард-скиллам можно отнести навыки продаж. Кстати, у кого сильные вообще sales, да, продажные навыки, можете пробовать себя без проблем в IT, то есть продавать IT-продукты, там, если у вас, например, есть еще и техническая подкованность, то, мне кажется, это очень отличный вариант. Я всегда очень с большим восхищением смотрю на людей, которые умеют продавать, потому что любой бизнес нуждается в продажах. Вот. И научные вычисления — это больше связано уже с таким математика, может быть, геометрия, то есть в основном разработчики, которые такие более такие высокоуровневые задачи, да, решают, они могут с этим сталкиваться. И контентная часть, вы все знаете, насколько сейчас востребован контент, насколько востребован продвижение через социальные сети, то есть, соответственно, создание его контента или продвижение через людей, которые его создают, это тоже очень актуально. Из софт-скиллов можно выделить креативность. Понятно, что все эти профессии можно назвать условно креативными, разработчики, дизайнеры. Почему? Потому что они решают задачи нестандартными способами. Навыки сотрудничества, навыки работать в команде. Особенно говорят, что вот в последний год, 2020-2021, все, начиная с этих годов, все больше и больше нарастает необходимость или способность людей работать вместе в команде, то есть не делиться, а больше такую продвигать, да, индивидуальную работу, а именно работать вместе и продвигать свой результат вместе как команда одна. Вот, гибкость. Гибкость почему очень важна? Вы сейчас видите, так, у кого-то шум мешает немного. Так. Могу понять кого-то. Пардон. Все, да, вроде? Так. Мельмет, можешь еще раз включить микрофон? Я выключил микрофон, все. Нажали на... Все, я включила, ага. И эмоциональный интеллект и гибкость. Гибкость, понятно почему, потому что все очень быстро в IT меняется, нужно быстро там приспосабливаться, быстро адаптироваться. И эмоциональный интеллект тоже я очень люблю говорить о том, насколько это важно. Напишите в чат, кому непонятно, может быть, что такое эмоциональный интеллект. Я просто проговорю, чтобы вы понимали. Угу. Так, вопрос, наверное, остановимся потом, потому что я не совсем поняла. Окей, если эмоциональный интеллект непонятно, да? Смотрите, вообще у человека не совсем это психологическая устойчивость. У человека есть несколько видов интеллектов. То есть мы привыкли говорить, что есть только IQ, интеллект, да, обычный, то есть насколько мы умные и смышленные. На самом деле есть эмоциональный интеллект, даже есть любовный интеллект, да, то есть человек же такой сложный как бы создание, да, у него есть несколько разных как бы его сущностей, поэтому эмоциональный интеллект отвечает за
то, насколько вы можете понимать хорошо свои эмоции и понимать эмоции другого человека. Почему это важно в команде, особенно для руководителей, особенно для лидов, да, тех, кто управляет людьми? Потому что вы, если вы не понимаете свои эмоции, вам тяжело понимать других людей, вы не можете себя поставить на место другого человека, да, и действительно понять его какие-то мотивы, какие-то переживания, потому что часто бывает, что менеджерам, да, приходится работать с чем? Человек выгорает, например, да, человек, ну, у меня, например, вот есть живые реальные случаи, человеку тяжело коммуницировать. Вот человек на чем-то стопорится в задаче, да, в своей работе, в своей задаче, и он не может попросить помощи, да, например, и от этого страдает вся команда, от этого стопорятся задачи. То есть очень много таких в ходе работы команды случается ситуаций, в которых нужно проявлять вот это умение чувствовать, проще говоря, другого человека, интеллект, насколько вы грамотны в своих эмоциях. Почему? Вот, поэтому я всегда говорю, изучайте себя лучше, не только вы параллельно тому, как вы развиваете свои хардскиллы, учитесь программированию, дизайну и т.д., развивайте себя как человека, это всегда вам принесет, это способно принести очень хороший тот же и материальный выхлоп. То есть, когда вас будут нанимать, и по человеку всегда видно, что он такой очень подкованный, женщин больше бывает. Да, возможно, ну, потому что женщины, наверное, более чуткие, но мужчины тоже развивают. Я встречаю тоже мужчин с развитым эмоциональным интеллектом. Да, вот кто-то хорошо написал прям определение. Вот, если будем еще сталкиваться в лекциях, будем смотреть. Смотрите, project manager. Вот мы сейчас каждую позицию разберем по скиллам, потом посмотрим даже такую табличку большую, которую я составляла, и, может быть, вы уже сможете прикинуть, не знаю, на бумажке себе что-то повыписывать. Project Manager – один из людей, у которому требования к его софт-скиллам большие. Почему? Потому что он должен коммуницировать с разработчиками, а разработчики, они все разные, да, кто-то более разговорчив, кто-то менее, кто-то может коммуницировать, кто-то сложно. Ну, то есть вообще абсолютно разные, этот человек говорит со всей командой. И поэтому для него я бы выделила софт-скиллы, вот здесь они перечислены. Ну, понятно, что многозадачность и стрессоустойчивость, потому что вряд ли, если вы устроитесь проект-менеджером, у вас будет только один проект, и вы так будете спокойно сидеть и вот делать. Чаще всего у проект-менеджеров сразу несколько проектов, и разные заказчики, разные задачи, и нужно это все держать в фокусе. И по хардскиллам он ведет документацию для команды, он может накидать быстро техническое задание по запросу, он может аналитику какую-то провести, он должен понимать процессы разработки, он не обязательно должен там сам кодить ручками, да, но он должен понимать. И еще бывает, что проект-менеджеры наделяют такими планированием для команды, то есть сколько времени у команды, сколько ресурсов по деньгам, какие риски, вот такие вещи просчитывает project manager в зависимости от проекта, ну, то есть какие к нему требования в проекте. По UX UI дизайнеру понятно, что он делает интерфейс, знает гайдлайны. Гайдлайны вы, возможно, тоже, может быть, уже начали изучать. Гайдлайны у Android свои, у iOS свои, то есть как должны выглядеть приложения на той или иной платформе. Анимация, motion дизайн тоже становится в последние годы очень востребованы, даже ищут отдельно прям motion дизайнеров, да, которые могут не просто стандартный статичный дизайн делать, а именно анимационный. Также я бы отнесла к такому уже подкованному UX UI дизайнеру пользовательские исследования, то есть он может поучаствовать в фокус-группе, посмотреть, как пользуются интерфейсом, он может выйти к пользователю, показать ему прототип, свой дизайн и посмотреть, как он воспринимает его, задать правильные вопросы. То есть исследовать так или иначе своего пользователя. Я думаю, что это очень важно. Вот я, например, в команде, когда работала, мы прям вместе с дизайнером могли идти к людям или приглашать их и вместе с ними смотреть на их поведение, да, вот анализ поведения пользователей. И еще есть у некоторых компаний уже требования к верстке. Ну, классно, когда вот у меня в команде есть девочка-дизайнер, и она до этого кодила, и она уже какие-то вещи понимает. Очень удобно работать, очень классно работать
с такими дизайнерами, они с разработчиками быстрее находят контакт, да, то есть могут там верстку сделать, может быть, сами где-то, или проверить хорошо фронтенщика, чтобы он там сделал аккуратно, да, верстку в пиксель, то есть чем, в общем, дизайнер более подкованный, тем он и стоит на рынке дороже, и ну, может, способен делать лучшие продукты. И вот здесь еще я выделила бы эмпатию у дизайнера. Почему? Потому что дизайнер ну, должен понимать пользователя. Продуктовый аналитик. Так, мы с вами проходили в прошлый раз продукты, которые используют ребята. В принципе, они остаются теми же, то есть по веб или мобильной аналитике тулы, да, есть свои умения работать с данными, анализировать их, делать выводы. Где-то Excel нужно обработать, чтобы данные, или SQL, чтобы там, вытащить, да, данные и обработать в базе данных. Вот, и разные каналы трафика, то есть рекламный трафик, трафик соцсетей, еще какие-то виды. То есть ребята вот эти, они все анализируют. И софт-скиллы, я бы здесь сказала, что, понятно, аналитический склад ума, и это аналитики, они тоже часто коммуницируют, они доносят до команды важные вещи, что происходит с продуктом. Вот, поэтому софт-скиллы я бы, наверное, такие назвала. Дата-сайентисты мы проходили с вами, вот, помните, мы проходили, что такая очень интересная, очень объемная, да, много включает в себя позиция, вот, и тут уже в зависимости от проекта могут меняться какие-то требования, но в основном они изучают machine learning, машинное обучение, да, обучение нейросетей, моделирование данных, математический анализ они должны хорошо понимать, где они могут программировать, в особенности, если это язык для обработки данных, с базами данных работать. И софт-скиллы – это, ну, наверное, хорошие дата-сайентисты, которых я встречала, они очень любопытные в том смысле, что всегда пытаются найти причину, выявить взаимосвязь, почему вещи происходят так или по-другому. И они часто, конечно, они еще часто презентуют свои результаты своей работы, то есть это тоже нужно уметь рассказывать, да, поэтому я вот здесь предложила выделить сторителлинг. Я думаю, что вы довольно часто слышите про это понятие, то есть рассказать людям про то, к чему они пришли в ходе своей работы. И супер важно критическое мышление, потому что нужно действительно понимать, что происходит. Так, секунду. Понимать, что происходит с цифрами и смочь интерпретировать. Так, меня нормально слышно, потому что напишите. Так, а сейчас, если что, я переключусь на мобильный. Так. Окей, секунду. Так, скажите сейчас. Совсем плохо будет, пишите. Диджитал-маркетолог. Диджитал-маркетолог тоже мы проходили. Понятно, что он должен понимать базовый маркетинг, понимать, как он строится, SEO-оптимизация, вот, стратегию уметь строить для продукта или выводить его на рынок, бренд позиционировать. То есть все вот такие вещи, они относятся к хард-скиллам диджитал-маркетолога. И софт-скиллов тоже очень много может подразумеваться. Там и коммуникация, и такая креативность, потому что в диджитал-продуктах всегда нужно применять креативность, чтобы продвигать их, да, и такой leadership, потому что диджитал-маркетологи, ну, по сути, от них очень много зависит, от того, как продукт выйдет на рынок, как он будет продвигаться, вот, поэтому я бы такие выделила скиллы. Вот, разработчиков немножечко отдельно предлагаю рассмотреть, в зависимости от того, с кем они работают, и выделить какие-то акценты, наверное, чем они друг от друга бы отключались по требованию к скиллам. То есть фронтенщик, он работает с визуальной частью, та часть, которая уже непосредственно касается, да, клиента, конечного пользователя. Вот, чаще всего работает он с дизайнером и плотно очень работает, да, понятно, что с другими, с бэкэндщиками, с другими разработчиками. И вот на моем опыте часто приветствуется, что
фронтенд разработчики такие аккуратные и щепетильные, да. Бэкэнд разработчики, у них тоже очень большие требования к хард-скиллам. Почему? Потому что, ну, в зависимости от продукта могут какие-то специфические требования быть. Вот, он работает в основном с разработчиками, с девопсерами. Вот, и помимо того, что код сами знают ребята, ну, то есть пишут код, они еще могут работать с серверной частью продукта, могут работать с базами данных. То есть такие скиллы тоже приветствуются. И DevOps. DevOps работает в основном с разработчиками, как с бэкэндщиками, так и фронтенщиками. И дополнительно здорово, когда он понимает и кодовую часть, и софтверную, да, часть, и железо, то есть системное администрирование. И QA-тестировщик. Понятно, что чаще всего я, которых встречала ребят, это ребята такие очень щепетильные, очень внимательные, очень тщательно все проверяющие, и, наверное, они поэтому и идут в такую профессию. Вот, они работают и с разработчиками, и продакт-менеджером, потому что они продакт-менеджером обсуждают, да, вот сами требования к продукту, и потом, насколько у разработчиков получилось сделать продукт, который соответствует требованиям. И дополнительные скиллы, они могут писать скрипты и автотесты, то есть у нас, может быть, не всегда разработчики умеют писать автотесты, они в основном там могут быть мануальщики, ну, вручную тестировать, но, опять же, очень приветствуется, когда они растут и развиваются по своему направлению. Вот, давайте небольшой перерыв сделаем. Все ли там понятно по тем скиллам, по которым мы прошлись, и перейдем тогда непосредственно к языкам программирования. Так, окей. Угу. Хорошо, все понятно. В общем, мы сами удивились, когда готовили лекцию, что в мире столько языков программирования, почти, наверное, как вообще языков, на которых говорят люди. И языки программирования так же, как обычные языки. Да, это мы нашли такую информацию, можно погуглить, то есть я не придумывала это сама, мы изучали вопросы, да, то есть когда готовили эту лекцию. Вполне возможно, что кто-то придумывает свой язык программирования, когда ему удобно. Какие-то языки программирования забываются. Вот напишите, кстати, в чат, кто знает, может быть, самые такие низкоуровневые, самые такие древние, да, условно скажем, языки. Я потому что помню и в университете мы прям начинали с таких самых-самых бородатых, скажем, языков программирования, а остальные уже там Python, они уже, да, Pascal, Fortran, да, он, по-моему, один из первых языков. Мы уже, то есть они уже появились там намного позже, последние такие, скажем, десятилетия, может быть. Вот, и первое, да, с чего бы я бы начала разделять языки, это устройство, то есть те языки, которые взаимодействуют с устройствами низкой производительности, это C, C++, например, в банковской сфере, да, они часто применяются, потому что они могут управлять там, ну, непосредственно железом, там банкоматы какие-то, и уже такие специфичные, да, для создания сайтов, вы вот уже, может быть, тоже проходили, PHP, одно время прям был бум на PHP-разработчиков, все их искали, потому что они делали сайты, и JavaScript, да, сейчас такой топовый, востребованный язык, и не самый такой простой для изучения. Вот, тоже мы поискали рейтинги, какие сейчас рейтинги популярных языков. Я уверена, что если глубже изучать вопрос, могут быть различия там на Западе небольшие там по сравнению с СНГ, но в целом Python легкодоступный, да, он один из, точно будет всегда в топе. JavaScript востребованный для работы с веб-частью. Java почему тоже востребована? Потому что это и backend Java, и Android-разработчики пишут тоже, используют, по сути, Java. Вот, C и PHP. Ну, C мы сейчас проговорили, что это языки, которые такие более низкоуровневые. Кто уже, давайте отпишите, кто уже что-то для себя. Вот в языке, да, Delphi я тоже помню, ага. Basic я тоже, по-моему, в школе даже его проходили, такой с самым простым элементарным синтаксисом. Расскажите, кто уже определился с языком программирования, или уже изучает, или какой-то выбрал для себя? Мгм.
Мгм. Окей, круто. Мгм, мгм. Окей. Вау, кто-то прям по несколько пишет языков. А, Литературу по HTML не подскажу, потому что это не мой профиль. Э, Окей, классно. То есть все прям по-разному, и фронтенд, и бэкенд часть. Вот здесь такой небольшой, наверное, алгоритм я хотела предложить для того, чтобы ну, выбрать как бы такой небольшой маршрут, да, как выбирать. Для детей, возможно, вы тоже слышали, вот есть Scratch в такой игровой форме, да, изучать язык. А, когда люди не знают, что какой язык начать, и просто советуют, да, или там у всех на слуху, то обычно это речь идет о Python, вот, потому что он простой, у него очень такой, да, простой синтаксис, вот. Если, например, человеку интересно легким путем, то можно с Python начинать. Если посложнее, то Java или C рекомендуют начинать с этих языков. Но вот я знаю, что с Java вы точно, например, не пропадете. Есть некоторые прям продукты специфично, которые работают на Java, и нужны джависты. И у нас, я вам скажу, что у нас, например, тяжело найти хороших джавистов. Вот, так что поддерживаю тех, кто начинает изучать Java, изучайте, становитесь классными разработчиками, точно будете востребованы. Чаще всего, возможно, можно предположить, да, что в большой компании, там, в банках, в KCB, например, вот у нас, если наш рынок рассматривать, вот разработчики нужны с вот этими стеками, с вот этими языками. Вот. И, например, если дата-сайентист, кому-то интересует дата science, то ребята используют либо R, либо Python. Если вас интересует, например, разработка продукта, тоже здесь можно выбирать. Больше хочется работать, например, с веб-частью, это и бэкэнд, да, например, веб-бэкэнд обеспечивать, то PHP или Python. Если же интересна мобильная разработка, то Java, то есть Android и Swift, да, для разработки iOS. По фронтенд части JavaScript ребята отписались, кто изучает. Вот не знаю, впечатления какие, да, у всех. Например, ну, я знаю ребят, которые там пробовали сначала фронтенд, потом уходят в бэкенд или становятся там full stack, или начинают с бэкенда. Кто-то сразу идет в мобильную разработку. Про мобильную разработку мне ребята говорили, например, очень нравится тем, что сразу видно результат работы своей. Вот, я, например, не пробовала сама разрабатывать мобильную разработку, да, но вот просто делюсь тем, чем как бы фидбэки, да, с разработчиками общаешься, и вот делятся ребята такими фидбэками. Так. Нет, JavaScript и Java — это разные языки. Java — это для backend, JavaScript — frontend. Да, все верно. Вот. И, наверное, прежде чем мы коснемся вот другой темы, я хотела здесь перейти уже к теме, которую мы будем более подробно рассматривать на следующем занятии. Я хотела поделиться. Так, сейчас попробую поделиться своей миродоской. Вообще, как у вас ощущения по скиллам? Есть какие-то, не знаю, мысли, сомнения, или, может быть, уже наоборот стало яснее, в чем у вас есть скиллы, в чем скиллы хотелось бы, не знаю, подтянуть? Отписывайте, мы сейчас посмотрим одну интересную табличку. Па-па-пам. Вот, если, например, вам сложно принять решение, вот мы разрабатывали такую табличку, принять решение по тому, какое вам по вашим скиллам, например, идет направление, или же, может быть, вам кажется, что у вас нету скиллов, но на самом деле можно сесть, хорошо задуматься и ну, как бы проанализировать, да, на самом деле, что у меня есть. И вот здесь по всем тем направлениям, которые мы проходили, я вот раскидала все вот скиллы, которые могут быть полезны. Здесь в основном указаны софт-скиллы, потому что, ну, хард-скиллы уже там можно очень много перечислять, и они могут меняться от вот тут софт-скиллы, меняться от продукта к продукту, но такие более общие, например, приняты. Вот, может быть, есть кто-то, кто хочет, вот можно брать прям
отсюда все скиллы рассматривать, какие нужны, да, например, там продукт менеджер или, скажем, там UX-дизайнеру, и можно прям себе выписывать какие-то, ну, что у вас есть уже, да. Если кто-то хочет, если кому-то сложно определиться, можно на вашем примере попробовать разобрать скиллы. Хотите? Если кто-то хочет, можете отписать, мы попробуем прям, как вот здесь я, например, делала. Здесь я делала по своим студентам. Али, да? Вы можете... Давайте, Али, вы уже скажите, можете, наверное, отключить микрофон и поделиться, какое вы направление выбрали, или вы еще, например, не выбрали и хотите определиться. Так. Или как лучше сделать, ребят? Я могу, в принципе, может быть, поделиться доступом, и вы потом... Да, я, наверное, открою доступ на просмотр, но чтобы вы не редактировать, а посмотреть. И вы можете, смотрите, да, давайте тогда объясню, как делать. Если, например, вы еще не определились, или, может быть, определились, и вам это просто для вас будет какая-то подсказка, да, какие могут предполагать позиции скиллы, вы прям открываете и смотрите, например, продакт менеджер, что он делает, да, hard скиллы. Вот видите, вот здесь табличка hard скиллов. Здесь вы говорите, ага, вот Али, да, например, он говорит, я хочу определиться. Окей, вы смотрите, можете просмотреть все хардскиллы. Вот продакт менеджер тестирует гипотезы, делает прототипы, работает с диджитал-маркетингом, работает с бэклогом продукта, понимает процессы разработки. БД – это базы данных, работает с базами данных, управляет командой, финансы может решать или там бизнес-аналитикой. Смотрите и думаете, так, окей, у меня же из этого что-то есть или, например, еще нету. Дальше можете посмотреть софт-скиллы. Здесь, например, leadership, да, нужен, ну, то есть продакт-менеджерам это такой важный для них скилл. Коммуникация, вот, классно, да, кто-то уже знает, что... Вот вы как раз, Эрик, вы можете посмотреть, прям выпишите себе, какие у вас уже из этих скиллов есть, и можете даже, вообще, знаете, стартап-команды делают такие звездные карты компетенций. Здесь она как бы не сказать, что полная, но по идее, вот, допустим, если здесь всю команду выписать, то ребята выписывают все свои скиллы, которыми команда обладает, и они еще их оценивают. То есть можете от одного, да, я потом поделюсь о руке, или типа мы спишемся, и я открою доступ. И составляется карта скиллов, и еще она как бы оценится, грейд, да, ставится. Я знаю, там, например, JavaScript от 1 до 5 на сколько? Там, на 1, 2, 3, 4, 5. И вот так вот получается понимание, насколько компетентная команда. Вы можете сделать это по себе или разделиться, например, может быть, у вас будет тоже кейс, когда вы будете делиться на команды, и чтобы понять, что умеет команда, вот так вот выписывайте все скиллы и можете проставить для себя. Можете сделать для себя лично, например, сесть и посчитать, так, насколько хорошо я знаю код, не знаю, анализирую, насколько я хорошо коммуницирую. И составьте реальную картину того, что у вас есть сейчас. Это очень хорошая рефлексия, это очень хорошо помогает понять, где вы сейчас и что можно развивать. И не сильно не акцентируйте, в смысле не расстраивайте, да, в таком ключе на том, что, например, чего-то когда нету, но посмотрите на те качества, которые у вас развиты хорошо. И вот на Западе, например, ребята всегда рекомендуют усиливать сильные качества. Почему? Потому что это делает вас, вам легче выделиться, это делает вас на фоне других, помогает, да, сделать ваши конкурентным преимуществом. Почему? Потому что если вы будете пытаться всегда усиливать, то есть слабые качества подтягивать, у вас будет вот так вот примерно равномерно все, да, но вы можете делать акцент на своих сильных качествах, прям усиливайте их, продолжайте в них вкладываться, и это будет вас выделять. Вот, поэтому можете посмотреть по каждому направлению, посмотреть, что обычно требуется ну, если работодатели к каждой позиции, и оценить себя. Мне кажется, это будет для всех хорошим, да, таким инструментом, что ли. Вот, напишите, как вам вообще
такая идея, потому что ребята у меня на курсе, им было достаточно интересно посмотреть, как, где они сейчас. Так, окей, и ага, переключаемся тогда. У нас остался небольшой кусочек презентации. Он попадает, попадает в эту лекцию, чтобы мы на следующей лекции вы уже немножечко имели такое представление, о чем я буду говорить. Правда, лекция не на следующей неделе будет, а через 2 недели. Вот, я на следующей неделе не смогу провести. Смотрите, вот здесь этот блок называется «С чего начинать создание продукта?». Вот среди вас есть ребята, которые будут создавать продукты, продакт-менеджеры, проект-менеджеры, и с чего начинается продукт. Я думаю, все равно любому члену команды будет полезно понять такие бизнес, да, основы. Первое, есть такое понятие продукт Canva модели. Модель Canvas – это инструмент стратегического планирования, позволяющий формулировать ваши гипотезы. То есть любой продукт, важно понять, начинается с гипотезы, идеи, да, приходит идея, может быть, я сделаю, может быть, будет полезен вот такой продукт, и это ваша идея, это не обязательно правда, да, что он действительно будет полезен или кому-то нужен. И вы начинаете думать, так, окей, какие могут быть еще идеи? Накидывайте все свои идеи, и вот с этого начинается создание продукта. Так, вам не закрывает буквы, видно, да? Смотрите, и вы начинаете думать, анализировать, с какой целью я создаю этот продукт, цель создания продукта, да? Потом вы думаете, какое уникальное ценностное предложение, да, мой продукт может нести. То есть продуктов много, и в любой сфере их тоже много, как и в офлайне, да, не в интернете, не в диджитал, так и в диджитале. Есть много мессенджеров, не знаю, есть много сайтов знакомств, есть много маркетплейсов одежды, да, но в чем моя уникальность именно моего продукта? Вот такие вещи нужно осознавать, да, думать о них. Потом вы думаете о том, кто моя целевая аудитория. То есть вы не можете создавать продукт для всех. Продукт для всех – это плохой продукт. Продукт нужно создавать для определенной категории людей, да. То есть, например, маркетплейсы и e-commerce, да, для тех людей, которые совершают покупки онлайн, ценят, не знаю, хотят выбирать онлайн, хотят быстро доставлять. То есть, например, примером целевой аудитории может стать такой люди, там, мужчины, женщины от стольки-то до такого-то возраста, которые имеют какую-то вот такую-то проблему, да, вы ее формулируете, и готовы решать, там, готовы внутри целевой аудитории, так, не слышно, нормально, должно быть вшита сама проблема и ее решение. Большое изображение сейчас объясню в следующем слайде. Это все, что как бы такие assets, да, секундочку, звонят. Так, сори, ага, все, мне звонят, теперь могу говорить. И детали продукта еще какие-то выносите туда, ну, еще параллельно, да, какие-то мысли, которые относятся, имеют отношение к продукту. И вот здесь в большом изображении будет большой пласт того, что вы создадите. Это проектировать пользовательский опыт, user story расписывайте. Я думаю, что мы подробно рассмотрим, что такое user story, ну, условно в задаче на доске команды, да, внутри продукта будет описываться таким образом. Я пользователь, например, могу зарегистрироваться на сайте, или я пользователь могу положить товар в корзину. Вот те продукты, которые вы видите, они разбиваются на вот таких много-много-много юзер-старей, их так и называют, да, пользовательская история на русском. Они разбиваются на много-много-много вот таких старей, и команда начинает работать над каждой старей. Потом, например, чтобы пользователю сделать авторизацию, подключается бэкэндщик, создает, да, базы данных, создает там сервис аутентификации, дизайнер рисует это окно авторизации, фронтенщик его там верстает и логику пришивает. Ну, то есть там идет целый ряд задач, да, которые под одним пользовательским действием могут скрываться. И вот важно правильно
разбивать внутри продукта, это как раз задача будет project менеджера, задача продукт менеджера, правильно разбивать вот эти задачи для команды. Вот, мокапы, дизайны сюда относятся, workflow, то есть как двигается продукт, как двигается команда. Workflow – это договоренность внутри команды, да, как двигается задача от человека к человеку, от специалиста к специалисту, и в итоге там идет изменение, пушится, да, на продакшн, деплоится. Вот. В чем ее преимущество? То есть вы начинаете создавать продукт, всегда думайте, всегда анализируйте. Так, что я делаю, для чего мы это делаем, что мы хотим получить, какие при этом могут быть риски, издержки. То есть вот аналитические скиллы, которые мы обсуждали, они как раз в этом и выражаются. И на входе благодаря этому у вас будет сразу видно, какие слабые стороны есть, да, в чем может быть уязвимость продукта, или какие, наоборот, сильные стороны. И в конечном итоге вы будете не одни, вы можете, то есть вы внутри команды, да, вы благодаря таким канвам вы можете рассказывать, там, не знаю, заказчик у вас будет, или у вас стейкхолдеры, да, ваши руководители, или команде тоже вы будете рассказывать, из чего состоит ваш продукт и какие у вас общие цели. Так, у нас лекция вот эта закончена. Давайте пройдемся по каким-то вопросам, если у вас... Ой, так, сейчас тоже зависает. Я прошу прощения, я не знаю, почему у меня такие проблемы со связью. Я уже вроде переключилась на мобильный интернет. Нормально, да? Окей. Вы, если потеряли понимание, вы напишите, где, на каком моменте застряли. Ага. Окей, спасибо, все нормально, да? Мокапы – это мокапы, так, как объяснить? Ну, это дизайны самого продукта, то есть экраны, да, например, экран авторизации, экран, главный экран, не знаю, настроек, вот мокапы, они же не сразу верстаются, они сначала создаются, рисуются, команда смотрит, команда согласовывает, и только после этого их берут разработчики, например, в работу. Это называется мокапы. Угу. Canva. Вот, давайте еще раз глянем. Вот, Canva это условно, канвами вообще называют вот такие, это английское слово canvas, такая, ну, скажем, таблица, да, бывает бизнес-канва. Вообще продуктовая канва появилась из бизнес-канвы, то есть когда создается бизнес, там пишется все. Там пишется, кто у нас поставщики, кто у нас потребители, какие у нас издержки, постоянные переменные. И отсюда вот идею самой канвы взяли, просто перенесли в продукт. Может быть, я подробнее покажу вам, кому интересна именно бизнесовая часть, можно посмотреть бизнес-канву. Там еще больше вот таких подразделений, то есть ценностное предложение, конкуренты, то есть все, что имеет отношение к вашему продукту, вы берете и начинаете анализировать и разбивать на вот такие части, куски. Чем это хорошо? Тем, что структурируется, да, информация, потому что у нас при создании продукта или бизнеса своего у нас может быть очень много мыслей, да, и они вот таким потоком идут. Но здесь у вас есть возможность именно структурированно, обдуманно его разделить и каждый вдумчиво описать каждый из разделов. Вот. Окей, да? Скажите, вообще, как у вас впечатление от бизнес-части? Мне просто очень интересно. В основном же вы же проходите такие технические навыки. Кому из вас именно вот бизнесовая часть, у кого просыпается интерес, да, как складывается ценность продукта, как, не знаю, его проектируется, как сделать продукт интересным для пользователя. Напишите, я вот хочу выделить среди вас сегмент, да, кому это реально больше интересно, чем, например, может быть, непосредственно техническая реализация. Окей. 2-я неделя? Или 3-я вроде? Ага. Доступ на просмотр да, скиллы, окей, да. Ага. Это уложится в голове, да, и много, может быть, информации, это будет постепенно укладываться в голове. Вы уже сделали шаг в первый, да, скажем, уже вошли в саму как бы такую, да, сферу, поэтому будет много нового, но как вот в начале первого занятия мы проходили, не требовать от себя сразу понимать все, сразу укладывать в голове, это так никто не умеет, это нормально, что
по чуть-чуть укладывается новая информация. Сложно, да? Кому-то вот сложно усваивать. Мгм. Мгм. Да, вот есть ребята, которым интересована, ну, именно интересна вот часть бизнеса. Я бы порекомендовала нужно много читать или узнавать информации, ну, в том виде, в котором вам удобнее. Например, я много просматривала на YouTube, да, информации, то есть какие-то действующие продукт-менеджеры, проект-менеджеры, прям ставишь видео, слушаешь, как они там решают свои задачи в своей работе, и уже в голове постепенно укладывать. Используйте ваше полезное свободное время с пользой, слушайте уже людей, тех, кто работает, не знаю, находите паблики, находите там в Телеграме каналы, да, еще где-то в Фейсбуке, может быть, кто-то рассказывает, делится. Вот я благодаря одному из такого канала в Телеграме вообще узнала про продукт менеджмент и стала интересоваться. Мгм. Мгм. Классно, я рада, что я вас мотивирую. Я потому что сама продакт-менеджер, и я готова как бы тоже делиться, да, опытом. Хочу, чтобы продакт-менеджеров, особенно на нашем рынке, хороших продакт-менеджеров становилось больше. И вообще всех IT-специалистов, потому что я общаюсь с ребятами из Казахстана. У них рынок дорогой, и вот им самим нанимать казахских ребят дорого. Поэтому вот даже буквально этой неделе мне звонил знакомый мой продакт-менеджер из Казахстана и говорит, блин, а сколько у вас стоит разработка? Может быть, я могу у вас покупать разработку, потому что у вас дешевле. И там продакт-менеджеров, да, тоже, например. Ну, есть спрос, я хочу, чтобы у нас был хороший рынок подготовленных специалистов, и мы могли работать на весь мир, не только русскоязычный, а вообще на весь мир. Так, вау, спасибо за отзывы по подаче. У меня есть вот со мной работает девочка, она помогает мне делать, мы вместе вот делаем структурируем информацию, и действительно получается очень понятно, насколько я понимаю по обратной связи, что такие сложные блоки получается разбивать на простые, и становится тогда людям понятнее. Карьеру продакт-менеджера нужно начинать чем быстрее вы начнете практиковаться, тем лучше. То есть теорию можно изучать, но параллельно пробуйте делать самый простой какой-то свой вообще продукт. Самый простой лендинг вы возьмите, не знаю, и накидайте его и покажите паре потенциальных ваших пользователей. Начните даже, не знаю, с семьи, да, скажите, слушайте, я придумал вот такой продукт, посмотрите. То есть ваша задача быстрее столкнуть его с рынком, да, с реальным пользователем, получить обратную связь и развеять ваши ожидания. Вам может казаться, что вы что-то, может быть, классное, гениальное придумали, а потом идешь к пользователю и понимаешь, что ему непонятно, ему сложно, или, а может быть, действительно ему будет интересно. То есть начинайте и теоретическую часть изучать, а, как бы любую доступную информацию, да, находите, и практическую в том смысле, что создавать продукт. Продукт-менеджер, он должен практиковать. А, Так. Окей. Я, кстати, по продакт-менеджменту в конце июля беру маленькую группу, правда, ну, чтобы не тяжело было вести, потому что это будет менторская работа именно по продакт-менеджменту отдельно, потому что я понимаю, что есть отдельная категория людей, которые хотят именно в нем развиваться. Такая менторская программа, где мы будем проходить темы по продакт-менеджменту. Вот, спасибо большое, ребят, за отзывы, что вам интересно, увлекающе. У нас будет еще, получается, возможно, одна точно будет, или, возможно, две. Мы сейчас еще потом с Солджибаем обсудим и решим, может быть, мы разобьем. Мы будем проходить подробнее agile методологии. Я уверена, что вы тоже слышали, что потом напишите мне, если по программе в Дискорде, в личку. Вот. Так, будет ли по agile методологиям, то есть как команда работает продуктовая, да, как спринты разбиваются, как запускаются стартапы, какие есть инструменты запускать стартап, изучать своих пользователей. Вот такую лекцию мы будем проходить в следующий раз. Если да, кто-то именно продукт менеджмент интересуется, вы пишите мне в личку, чтобы вот ребят, которые ну, не отнимали время у ребят, которые другими направлениями. Я не поняла, что такое. Посоветуйте книги про эмоциональный интеллект, да, наверное, вы имеете в виду? Мгм. Знаете, по-моему, есть, сейчас скажу.
Гоуман, по-моему. Гоуман. У него, по-моему, так и называется эмоциональный интеллект. Вот он пишет, самым первым стал писать книги про эмоциональный интеллект и что это такое. По-моему, ввел даже это понятие. Вот погуглите, по-моему, вот такая... Ой, сейчас, или Малкольм Гладвелл. Я забыла сейчас, вот честно. Почему я рекомендую читать, изучать? Я просто очень долго работала сама с психологом, и это помогает развивать. Это вот особенно продакт-менеджеров очень большой запрос на софт-скиллы, я же говорила про это, и на коммуникацию, и понимание себя, и развитие осознанности. Поэтому мне это помогло. Кто-то здесь спросил про продукты, которые вы возглавляли. В Билайне я работала до этого 2 года, и сайт Beeline KG основной. Вот. Я разрабатывала, ну, то есть команда, это была моя команда, и потом мы с нуля уже разрабатывали мой Beeline KG. После этого я еще поработала с казахами, мы запускали с нуля стартап. Это, кстати, самое сложное, знаете, когда есть уже компания, и ты понимаешь, какой продукт нужен, это намного легче, а когда с нуля нужно запускать продукт, и не понимаешь рынка, да, не понимаешь, кто твоя еще пока целевая аудитория, какие у нее характеристики, вот это самое сложное, мне было сложно. И поэтому для себя я, например, решила, что с B2C, да, вот можете погуглить, B2C бывают продукты, бывает B2B, бывает B2B2C. Вот, мне, например, нравится B2B стартап, и сейчас я в B2B стартапе, у меня там позиция Customer Success Manager, но все равно продуктовые задачи решаешь, то есть я для определенного клиента, компания, да, в которой мы работаем, я команде разработки говорю, там, ребят, нужно вот это, и тоже расписываешь требования, да, работаешь с командой разработки на тему того, что, ну, как бы, в каком виде делать, когда они это сделают, чтобы это была качественная разработка. Вот такое. Давайте тогда уже закругляться. Я после лекции, если с Руке или с Алдюбаем мы свяжемся, я скину ссылку на на доску скиллов. Вы обязательно порефлексируйте, подумайте. Вот. Все, ребят, давайте прощаться. Через 2 недельки увидимся снова на лекции. Вам хорошего обучения. Укладывайте в голове себя информацию, готовьте ваши вопросы, готовьте свои инсайты, делитесь ими. Окей. Так, все. Все, спасибо, ребят. Всем пока. Если будут вопросы, пишите в Дискорде, в личку можете писать. Все, да, я отключаюсь. Спасибо большое, ребят. Все, пока-пока. Все, пока. Всем спасибо за обратную связь.